Уровень оксида углерода превышен в 2 населенных пунктах Якутии. Зарегистрированы ли случаи отравления угарным газом? Правительство Якутии окажет поддержку для увеличения поголовья домашних оленей. Какую сумму планируют направить на эти цели? День физкультурника в Нерюнгринском районе, пляжный волейбол, футбол и теннис. Кто стал участником спортивно-массовых мероприятий? Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Почти 50 лесных пожаров потушено в России за сутки. Это 5000 гектаров, сообщили в авиалесоохране. При этом, по разным данным, в Сибири продолжают гореть от 1,5 до 2 миллионов гектаров леса. В настоящее время на территории Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. В качестве возможных причин, которые привели к масштабным пожарам, называются сухая погода и умышленный поджог с целью скрыть следы незаконной вырубки леса. В частности, Генеральная прокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. Что касается Якутии, то за минувшие сутки ликвидировано 2 лесных пожара в Нюрбинском и Усть-Алданском районах. По оперативным данным, сегодня в Якутии локализовано 5 очагов огня. Действующими остаются 13 лесных пожаров в Сунтарском, Нюрбинском, Алекминском, Верхоянском, Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. В тушении задействованы 600 человек и 40 единиц техники. Уровень оксида углерода превышен в Витиме и Пеледу Ленского района. К превышению предельно допустимой концентрации привела задымленность от лесных пожаров. Всего было исследовано 19 проб атмосферного воздуха в 7 районах республики. По данным Минздрава Якутии, за прошедшие сутки за медицинской помощью обращений не поступало. Случаев отравлений продуктами горения угарным газом не зарегистрировано. Якутии на увеличение поголовья домашних оленей направят 820 миллионов рублей до конца 2021 года. Об этом заявил премьер-министр региона Владимир Солодов во время рабочего визита в Булунский район. Часть этих средств пойдет на укрепление материально-технической базы оленеводческих хозяйств, развитие производства продукции традиционных отраслей животноводства. Он добавил, что для дальнейшего привлечения молодых кадров необходимо разрабатывать госпрограммы и улучшать условия труда. Якутия занимает 3-е место в стране по поголовью северных домашних оленей. Оно составляет 40% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном округе и 10% поголовья оленей в Российской Федерации. 100 семей Якутии с 5 или более детьми в этом году получат новое жилье благодаря государственной поддержке. Республиканская программа для улучшения условий многодетным работает с 2012 года. Выдано более 300 жилищных сертификатов. В этом году из республиканского бюджета направили 350 миллионов рублей. Сумма соцвыплаты зависит от состава семьи и в среднем колеблется от 2,5 миллионов до 5 миллионов рублей. На эти средства семьи могут приобрести квартиру в новостройке на вторичном рынке или построить частный дом. В этом году по инициативе и поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева сумма финансирования увеличена до 350 миллионов рублей, что нам позволит в этом году обеспечить социальными выплатами 110 семей, и очередь, динамика движения очереди намного ускоряется. Навыки работы с высокотехнологичным оборудованием отрабатывают учителя. В Якутске начались курсы для преподавателей, которые будут работать в образовательных центрах «Точки роста». Такие учреждения создают на базе сельских школ. В перспективе дети из удаленных населенных пунктов с помощью таких центров смогут приобщаться к современным технологиям и расширять свой кругозор в части гуманитарных знаний. Учителя пройдут курсы по робототехнике, геоинформационным технологиям, программированию, работе с VR-технологиями и 3D-проектированию. Национальный проект образования по всей России, да, у нас есть, мы приняли участие в конкурсе создания центров гуманитарного цифрового профиля, это «Точки роста» называется. Проект, региональный проект называется «Современная школа». Вот, и в нашей республике с этого года, с 2019 года, будут принимать участие 54 образовательных учреждений по всей республике, и для учителей информатики, основы безопасности
жизнедеятельности, педагогов дополнительного образования и учителей технологий. Сегодня открывается курс повышения квалификации их. Как работать в этих центрах и как с новыми оборудованием, с новой программой, как обучать детей. Личная жизнь и ключевые моменты Егора Борисова с 2010 по 2018 год, в период, когда он руководил регионом. Все это представлено в интерактивном формате на выставке, приуроченной к 65-летнему юбилею Егора Борисова в музее «Россия. Моя история». Экспозиция разделена на несколько частей. Здесь и аудио-видео материалы. Среди них специальное кино от Саха-фильма. Весь материал собрали за 1,5 месяца из личного архива Егора Борисова, архива Национального центра аудиовизуального наследия и НВК «Саха». Выставка откроется 15 августа и будет представлена до конца года. Он будет раскрыт и как личность, и как государственный деятель. Потому что мы понимаем, насколько большой груз ответственности лежит на каждом руководителей такого уровня. И здесь вот в тач-панелях мы структурировали эту информацию. Также будут планшеты у нас, специально оборудована зона, где посетители смогут присесть и просмотреть отдельные сюжеты. Алдан принял республиканскую эстафету «Знамя Победы». Она приурочена к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Символ пробудет в районе до 20 августа. До этого времени знамя побывает во всех населенных пунктах, рассказывает Руслан Павлов. Уже по традиции Знамя Победы принимают юноармейцы. За 10 дней, пока реликвия пробудет в Алданском районе, именно юные патриоты будут неустанно сопровождать и охранять алый стяг. Я горжусь своей страной и рад поучаствовать в данном мероприятии. Это честь памяти наших дедов, отцов. Короче, каждый достойный себя уважаемый человек обязан прийти, повстречать, проводить Знамя Победы. Деды наши дошли до Берлина. Так что вот. Мемориальные мероприятия и митинги по случаю прохождения республиканской эстафеты «Знамя Победы» привлекают жителей и гостей города. Из людской памяти не вычеркнуть подвиг советского народа, который защитил от врага не только свою землю, а и принес мир всей Европе. 11 740 наших земляков ушло на фронт. 4530 наших земляков не вернулось. И пока эти цифры мы помним, я думаю, что такие акции будут поднимать память. И пока мы будем помнить, такого мы больше никогда в жизни не допустим. Знамя Победы – это не просто исторический символ. Оно объединяет сердца и души российского многонационального народа. Оно не позволяет забывать о постоянной угрозе неонацистских и террористических организаций и помнить подвиг российских солдат во всех локальных военных конфликтах. Да, у нас 2 сентября этого года, буквально вот вчера прибыл памятник погибшим нашим ветеранам на полях локальных военных конфликтов. Это бронзовый памятник высотой более 2 метров, солдат с автоматом. Знамя Победы побывает во всех населенных пунктах Алданского района и 20 августа будет торжественно передано соседнему Мегино-Кангаласскому району. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В минувшие выходные по всей стране отметили День физкультурника. В стране не остался и Ниренгринский район, где организовали спортивно-массовые мероприятия. Подробности у Екатерины Павловой. Принять участие в спортивных мероприятиях Дня физкультурника смогли все, от детей до пожилых людей, от любителей физкультуры до профессиональных спортсменов. Стартовала программа в 10 часов утра в универсальном зале «Шахтера» открытым турниром по пляжному волейболу. Заявки на участие подавались в день проведения соревнований старшим судьям по видам спорта. На волейбол заявилось 7 мужских команд. Мы занимаемся волейболом на первой гимназии, там дворовый волейбол. И там группа у нас создана, и была массовая рассылка, что будет приходить соревнования на День физкультурника. Мы решили принять участие, друзьями собрались, создали команду. Чем больше спорта, тем здоровье нации. Женских команд оказалось меньше, всего 3. Одна команда приехала с поселка Золотинка и 2 городские от водоканала и сборная любительская команда. Активные дамы. Наша команда называется «Легион». Каждый год стараемся принимать участие. Жалко, что с каждым годом команд становится меньше. Спортивная жизнь всегда была интересной. Кто не занимается спортом, не знаю, как живет, честно сказать.
Зато на крытом стадионе «Горняк» спортивная жизнь кипела. Открытый турнир по мини-футболу собрал 8 команд. Это как команды организации, так и дворовые. Кто хочет, тот выступает. День физкультурника, собрались команды и играют. Турнир проводится за один день по олимпийской системе. Проиграл, вылетел. Попробовать свои силы желающие смогли также в открытом турнире по настольному теннису, в блиц-турнире по шахматам и других состязаниях на разных площадках района. Самое главное, конечно же, была не победа, а именно участие. Ведь за целый день те, кто были на празднике и приняли в нем самое активное участие, получили массу удовольствия и большой заряд энергии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в столице региона выходные запомнились игрой по мотивам произведения «Сталкер». Роль выжившего в постапокалиптичной пустоши примерил на себя и Дмитрий Аргунов. Пусть вас не пугают зловещие надписи, ростовые манекены, изображающие жертвы радиации. Мы не на тренировке силовиков, но согласитесь, место проведения страйкбольной версии «Сталкера» как никогда подобрано удачно. Все по-взрослому. Снаряжение, оборудование, реквизит. И играют здесь взрослые, хотя все мы в душе дети. И в домике болотного доктора, одного из персонажей игры, мы слышим ответ, почему все так серьезно. Ну, в чем суть игры? Наверное, погружение. Мы же, когда смотрим кино, мы себя представляем в роли героев. Когда мы играем в компьютерную игру, мы уже как бы за этих героев почти практически проходим. Стреляем, миссии боимся. А тут как бы даже реально воссоздать. В следующем эпизоде на нашу группу нападает псевдогигант. С ними толпа зомби, короткий бой и псевдогигант победы. А у нас возникает вопрос. А почему всю эту энергию не направить на что-то полезное? У нас в армии был офицер. Он когда видел, когда солдат ничего не делает, ну, в курилке, там, вот бы всем лопату, и какая бы огромная яма получилась. Ну, можно и тушение пожаров, никто как бы не зовет же. Всего в игре, прошедшие минувшие выходные, приняло участие порядка 50 человек. И, судя по отзывам от игры, есть куда расти. Сюжетов множество. Радует то, что дисциплина и порядок проведения подобных взрослых мероприятий заслуживает поощрения. С порядком все было строго. Дмитрий Аргунов, окрестности Якутска. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на нашем сайте jak24.ru.